Рубашки видишь, В руководстве статьями 303, 304, 307, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд приговорил на основании частей 3, 4 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно наказание назначить в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года 6 месяцев. Его же Зеничева Романа Валерьевича оправдать по предъявленному ему обвинению в совершении преступления при использовании пунктом Г части 1 статьи 290 в редакции федерального закона от 8.12.2003 года номер 162 по преступлению получения взятки от ООО УК ICT в связи с отсутствием деяния состава преступления. Меры пресечения в виде заключения под стражу Зеничева оставить без изменения в виде содержания под стражей. Срок наказания исчислять с 3.11.2015 года. В соответствии со статьей 72 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации за честь срок отбытия наказания время содержания Зеничева Романа Валерьевича под стражей с 20.02.14 по 02.11.2015 года. Конфисковать, то есть изъять у Зеничева Романа Валерьевича и обратить в собственность Российской Федерации денежные средства, соответствующие размеру получения взятки в сумме 22 миллионов рублей. Осадчего Игоря Михайловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 800 тысяч рублей. В соответствии с статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Осадчему наказание считать условным с испытательным сроком на 3 года 6 месяцев, в течение которого возложить на Осадчего обязанность стать на учет специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного по месту жительства, и являться в указанный орган на регистрацию не реже 1 раза в месяц. В течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без удаления данного органа. Данный приговор в части дополнительного наказания в виде штрафа исполнять самостоятельно. Меру пресечения доступления приговора в законную силу Осадчему оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Гражданский иск прокурора Республики Коми о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, передать на рассмотрение в порядке гражданского производства. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Коми в течение 10 суток со дня его приглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора через Искарский городской суд. Все, давайте. Да?